есть 4 места. 2 сверху, 2 снизу и есть 2 сбоку. Ну вот отличие от наших поездов. Трехъярусные плацкарты. Много еще. Да. Это у нас это петахи. Вот там это... Тогда бутылка водки сколько стоит? А водку я алкоголь вообще не пью никакой, да. Ни в каком виде. Тогда литр бензина да. сколько стоит? Вот, литр бензина можно, да, сориентироваться. 92-й. Скорость 293 километра в час. Вот такой бешеной скоростью мы едем. Ребята, всем привет! Сегодня будет интересный видос. Хочу вам показать про путешествие. У нас летний отпуск, и мы решили куда-нибудь выехать, отдыхать. И в Якутии есть очень много транспортных путей. Например, можно ехать на машине, можно ехать, полететь на самолете, можно поплыть, а можно, ребята, поехать на поезде. И мы решили попробовать этот вид транспорта, поезд. Вот стоит поезд старый. И мы сегодня находимся в Нижнем Бастяхе, Мегин-Кангаласский улус. Мы из Сунтарского улуса приехали на своем Патрике. Тут оставили у ребят знакомых. Приехали вот сегодня на вокзал. И у нас билеты на поезд. Покажем, расскажем, как будет ехать на поезде, насколько удобно, комфортно и так далее. Надеюсь, будет интересно. Погнали! Здесь на вокзале есть вот такой экспонат Л-1252 паровозик. Очень-очень большой. Вот такая громадина. Говорят, поезд самый безопасный транспорт. Сейчас мы зайдем в вокзал, посмотрим на этот красивый вокзал. Кстати, этот вокзал железнодорожный в Якутии, в Нижнем Бастяхе, появился в 2013 году. То есть прошло ровно 10 лет. Вот такое красивое здание. Никогда еще внутри не бывали. А что, не пускают? Вот сразу при входе прошли металлодетектор. Там у нас есть касса, магазинчик, киоск. Кстати, мы едем с Нижнего Бастяха в Благовещенск. И стоимость билета с Нижнего Бастяха получается на взрослого 3600 рублей. А на ребенка до 16 лет было, да? До 18. 1900 рублей. Я посчитал. Сначала хотел на Патрике поехать, посмотреть на мир. Посчитал километраж где-то 1700 вроде отсюда. И получается на поезде намного дешевле, чем на машине. Потому что Патрик жрет очень-очень много. Итак, мы в зале ожидания. И тут у нас фрагмент станции Нижнего Бастяха. Получается, вот вокзал. Мы сейчас вот тут. Приехали вот по этой дороге. Сядем на поезд. И куда мы? На юг. Ну вот уже время посадки. Вот такой у нас составчик.
У нас 12-й вагон, самый последний. В России я ни разу не ездил еще на поезде. Вот сегодня мы поедем. Раньше когда-то выходили за границу, там мы ездили на поезде в Китае. А в России еще нет. Это для нас, для меня, это открытие. Будет интересно. Все ровно 15:00 поезд отъезжает с вокзала Нижнего Бестяха. Начинаем свой путь. Мы тут обхаживаемся. И получается есть 4 места. 2 сверху, 2 снизу и есть 2 сбоку. Вот второй ярус, первый. Здесь есть матрасы, подушки и вот такие одноразовые белье в упаковке, чистое. Тут полотенце, простыня и так далее. Мы едем в Благовещенск, получается, будем ехать около 40 часов, 41 час по расписанию. Будем утром послезавтра. За этот промежуток наш поезд будет останавливаться где-то около 20 раз. Всякие там вокзалы, остановки, поселения, села, города. Мы будем в течение 1,5 суток лежать, отдыхать, кушать. Ну, в основном спать. Поезд едет со скоростью 60 км в час. Я мерил, у меня есть спутниковый спидометр. Я думал, он побыстрее едет. Оказывается, 60 км в час. Обстановка комфортная, шума, гамма нету. Пока все нравится. Пока все устраивает, пока все нравится. Потом посмотрим. А? Потом посмотрим, скажу я. Конечное впечатление будет, конечно, послезавтра, когда мы доедем. А сейчас просто едем, наслаждаемся видом из окна. Вот наш телевизор. В вагоне не жарко, тут работает кондиционер, температура комфортная, не горячо, не жарко, абсолютно. Дети расположились вот тут. Есть розетки на 220 вольт, можно заряжаться сколько угодно. И наверху, тут у нас все забито. Вот там есть USB разъемы 5 вольт.
В каждом вагоне есть уборная, туалет, мусорные ящики. 2 кабинки у нас. Можно заходить в любую из них. Мыть руки. Это биотуалет. Сенсорная. И там вакуум. Это у нас станция города Нюрнберг. Вышли подышать воздухом. Остановка 30 минут. Вот к обеду мы пришли в вагон-ресторан. Вот такое меню. Салаты. Первое, второе. Ну, суп в среднем 200. Второе в среднем 200 тоже. 250. Город Тында. Амурская область. У нас тут остановка около часа. Поэтому мы решили сходить в киоск. Магазинчик. Это очень большой ЖД вокзал. Очень много поездов. Ну, вот, сходили в киоск, купили бич-пакеты, дошираки, там, воду. Потому что в поезде, в ресторане там дороговато. Поэтому прикупились. Климат здесь уже ощущается совсем другой. Очень-очень жарко. Не как у нас в Якутске, в Якутии. Сказали, где-то 30 с лишним на улице. Солнце печет. Вот такой очень большой переход. Едем уже больше суток. Нам осталось ехать где-то 10 часов. А нет, 12. Остановка Сковородино. 10 вечера. Как видите, тут почти ночь. На небе видны звезды. Остановка где-то 30 минут тут будет. 10 часов вечера у нас бы солнце только-только бы заходило. Чем южнее, тем короче день. Все, мы приехали в Благовещенск. Кто не ездит еще в Китай. Ребята, нас встретил наш подписчик Андрей со своими сыновьями. Подарил вот такие сувениры. Благовещенск. Здравствуй.
У Андрея получается тоже УАЗ Патриот. 19-й год, да? 20-й? А, как у меня. Сейчас мы сразу едем в этот, на таможню. Ваша машина очень чистая по сравнению с нами. Ну, я, честно говоря, тоже на мойку заехал. Когда гостей встречают, надо дома прибираться. Но, конечно, Патриот такая машина, ее чисто тяжело поддерживать. На ней всегда хочется куда-то уехать, доехать, заехать. Сейчас маленечко машина разъедутся. Будем выезжать. У тебя машина тоже частная? Или... Машина у меня, моя, да? А, Ну, я покупал, получается, она была уже в организации а, в Газпроме 19 года по 21, они за 2 года 220 тысяч накатали на ней, да. умудрились. А сейчас сколько? 239. Ого. Ну, я купил, не жалею, мне очень нравится он. М. Конечно, первую вот осень так посидел с ним, такие вот болячки какие-то подлечил, поделал, начал с фар, с бампера. И много видео смотрел, как у тебя делаешь, да? Вот, допустим, как пленки, фары бронировать, да, вот такое А. дело. И так по мелочам, ну, потихонечку. Понимаю, что с этой машиной нужно заниматься только самому. Но, Как-то отдавать ее в ремонт. Специалистов мало, таких, кто действительно может чем-то помочь. В ней нужно разбираться. Ну, это, так скажем, машина-хобби. да. Конструктор Да, для УАЗик, машин. он всегда ранен, но никогда не убит. А. Зеленый город, да? Вон. Там можно прямо, да, поедем сейчас. Это уже Китай, вот видно, с той А, стороны. да? Да, А, да. вы, Я уж подумал, туда вы это наш будете вот парк. скоро там на той стороне. Амур здесь у нас очень узкий. До Китая У нас буквально рукой есть подать. река Вилюй, и мы только что переходили мост недавно. Да. это По ширине, где-то, как наша, 400-500 Да? метров. Мы здесь последний раз бывали в 2012 году зимой. Мгм. Тут уже зелени не было, зима. Ну, тоже уютненький город. А население какое? Ну, примерно 220 тысяч. 220. Город Якутск. Тоже примерно где-то 200, по-моему. Да, по численности похожие. Ну, Благовещенск, он что? Он компактный, очень удобный, ровные улицы, кварталы по 250 метров такие прям. Очень, никогда не заблудишься, очень легко ориентироваться. На юге это граница река Амур, Китай. На востоке это граница река Зея. Вот они, у нас слияние двух рек образовался город. А вот однокомнатная квартира примерно около центра, примерно сколько стоит? Ну, сейчас последний год, несмотря на все ожидания жителей, да, что когда-то должен рынок отыграть, да, и стать приемлемым, стоимость квадратного метра растет, наверное, с каждым месяцем. Все больше и больше. Сейчас доходит до 200 тысяч за квадрат. То есть можно ориентироваться, однушка, но наверное, за 8 миллионов там уже будет. В городе Якутске тоже минимум где-то 6500 получается. И то это не центр. Ну, я говорю, да, там 8, это ну, там такой квадратов 40, 45. Цены очень дорогие на жилье. Булка хлеба сколько стоит? Ну, честно говоря, что-то я не знаю. У меня жена хлеб сама печет всегда. А. Домашний, да, поэтому... мы Тогда хлеб не бутылка покупаем. водки сколько стоит? А водку я алкоголь вообще не пью никакой, да. Ни в каком виде. Тогда не литр бензина употребляю. сколько стоит? Вот, литр бензина можно, да, сориентироваться. 92-й бензин сейчас опять же подорожал. 50 рублей 50 копеек. Ага. У нас там, где езжу, 57-70. В городе 56-80, что ли. Ну да, у вас, конечно, все еще подороже, и продукты, и жизнь в командировке. Вот я частенько мотаюсь. Ну, Якутск? ну бывает и в Якутске, это в основном юг, Нерюнгри, Алдан. Сейчас тоже собираюсь ехать. Мгм. Вот, конечно же, видно, что цены отличаются. Но даже Нерюнгри с Якутском и тот
по центральной улице города, 50 лет октября, пересечение улицы Горького. Такая основные магистрали транспортные. Движемся в сторону таможни. А у нас же построили мост автомобильный через Амур. И сейчас там только транспортное сообщение. Ну, транспортное, вернее, только грузовое, да, грузоперевозки. Но строится пассажирский терминал, и нам обещают, что в ближайшем будущем будут пассажирские перевозки через мост, и вплоть до того, что на частном транспорте можно будет ехать в Китай. Вот тогда точно нужно будет ехать тебе На Патрике, да? на Патрике, да. Отсюда до Владивостока сколько? А до Владивостока 1500, 1550, вот так примерно. Ну, я ездил, у нас как бы отсюда очень популярное направление. Сейчас в городе людей мало, все практически уехали на море, да, отдыхать. Китай, кстати, вот с 19 года, ну, только вот открылась же граница, да, но еще очень-очень слабый турпоток, потому что, вот я не знаю, вы как поехали по визе, визу, да, делали групповую на каждого, да? Ну, и дороговато, говорят, вроде, да, эта виза сейчас получается. 4500 на одного, да, сколько дней? На 13. 13 дней. Ну вот, да. Раньше же у нас безвизовый был, мы все ждем отмену этого визового режима. Тогда, конечно, очень популярным будет направление. Все выходные, все уезжают в Китай. А в Китае куда-то конкретно или в Хэйхэ? А, БДХ поедете, да, на источники? Да, хорошее место отдыха, море там, да, живут. А сегодня машин мало, потому что воскресенье. Воскресенье, утро, да, поэтому как бы город такой. А так будни? Ну, довольно-таки загруженная. Но пробок нет у нас как таковых. Можно проехать весь город, как я говорю, очень удобно. За 15 минут по диагонали. В Якутске будни на механике. Трудновато. Сам фитнес-клуб. Ну да. Смотрел статус твой, да? Когда приехал с деревни, говорит, да, давно в городе не ездил. Вот уже эта площадь здесь, арена холл у нас строит, очень тоже глобальная будет постройка такая, имиджевая. Самая красивая набережная Благовещенский, по мнению многих Очень блогеров. чистый город. Да, ну, администрация следит за порядком. Вот улица Ленина центральная, широкая такая, да, здесь здания, исторических зданий очень много. Город чистый. В Якутск, вот я когда приезжаю, первое, что, конечно, он в долине, да, реки, и песок, вот эта пыль везде, да, она как бы такая. У нас, конечно, песка нет, еще когда дождики проходят, все зеленое такое, все чистое в этом плане. Дороги неплохо подделывают, администрация, опять же. А зимой максимально до скольки у вас морозы? Морозы у нас бывают вплоть до якутских. Периодически, да. Мы и 40 бывает, и за 40 даже, да, иногда. Ну, такой тоже резко континентальный климат. Ну, не так, как в Якутске, конечно. Ну, летом жара до 40 бывает, а зимой, ну, недельку там крещенские морозы бывают стоят. Вот здесь у нас ОКЦ, общественно-культурный центр. Это такой один из долгостроев. Его начали строить, по-моему, еще в 70-х годах и достроили вот в 2000-х. Там, получается, кинозалы, кинотеатры, театр, там, ну, всякие студии. Да. Ну и центральная площадь. Площадь у нас и набережная очень красивые. Если вот будет возможность остановиться на денек, советую в районе набережной где-нибудь гостиницу взять, да. Цены доступные, в принципе. И погулять вот просто по набережной, посмотреть на Китай, но именно с нашей стороны. Потому что вы сейчас переедете и будете видеть изнанку, обратную сторону баннера, да. А с этой стороны, конечно, они очень постарались, и именно для России, для русских, вот они сделали картинку Китая очень привлекательную. Да, стоит ее увидеть с нашей стороны. Лас-Вегас просто будет. У вас дороги хорошие или подвеска у тебя хорошая? У меня... Ну, я как бы так стараюсь за машиной следить, хотя вот сейчас лето, там дача, какие-то дела, поездки, вот, я так все какие-то ремонты больше передвигаю на осень. С подвески ничего не мудрил, особо ничего не делал. Штатная, единственное, третий лист добавил на задние рессоры.
Но я бы все эти ямочки почувствовал уже довольно-таки. Ну, резину я купил, как вот ты мне советовал, 185, 285, 65 рад крузу взял. Да, но она, конечно, не для грязи, но мне нравится. Да. По городу не шумно, на ней едешь, довольно мягко, комфортно. Вот мы, в принципе, уже и прибыли. То есть весь город вот мы проехали, по сути, там, за 5 минут, когда еще и светофоры не работали, да. Вот уже таможня пассажирская. Мы уже подъезжаем практически. Ролики. Спасибо Андрею за такой насыщенный, короткий экскурсию по Благовещенску. Мы уже доехали на таможню. Андрей нас подвез. Спасибо. Ну все, удачного, хорошей вам поездки, удачного путешествия. Вам Ждем роликов. Пришли в речной вокзал. Здесь мы должны найти своего гида. Ну вот, прошли таможню. И у нас вот такой пароход, паром, катер. Как надо? Судоходная компания Ричфлот. И с той стороны Амура нас ждет уже Китай, город Хайхэ. Вот наш гид, который нас встретил в Хайхэ. Перешли границу в Китай, и мы в Китае. Сегодня у нас поезд 19:00 примерно. Время сейчас 11 утра. По китайскому, оказывается. Час назад перевели наше время. И у нас свободное время. Где-то 6 часов в Хайхэ. Город Хайхэ. Идем на железнодорожный вокзал. Отсюда поездом до Харбина. До Харбина. С накопителя идем к вагонам. Народу очень-очень много. У нас 11-й вагон. Билеты все заранее куплены. Посмотрим, чем отличается от наших российских поездов. У нас 12, 13, 14. Ну вот, отличие от наших поездов. Трехъярусные плацкарты. Кровати шириной и длину вроде такие же. Единственное, вот справа у нас были кровати двухъярусные, а тут только такие бюджетные сидушки. Место под багаж. И что плохо, нету розеток, оказывается, даже вот с такими вилками. Вообще нету розеток. Печалька. Время сейчас 19:10. Ровно по времени поезд отходит от вокзала Хайхэ. И где-то 5:50 утра мы должны доехать до Пекина. То есть до Харбина. Так, ребята, вчера я показывал наш российский туалет в поезде. А что же не показать китайский? Вот такой туалет, похожий на наш деревенский.
В 6 утра мы прибыли в город Харбин. Вот тут стоят скоростные поезда, электрички Сапсан. И в Байдахе мы поедем на ней. Сейчас у нас должен встретить гид. Должны поехать на завтрак, а потом 2 часа в поезд. Или все. Это у нас город Харбин. Ну, конечно, правда, окраина. Мы рядом с вокзалом позавтракали. Теперь обратно едем в вокзал. На автобусе приехали в другой вокзал. Харбинский восточной железнодорожная станция. Начинается посадка на поезд. Вот наш 4-й вагон. Это скоростная электричка. Скорость 293 километра в час. Вот такой бешеной скоростью мы едем. 294 километра в час. Прибыли в конечную станцию Синхонда. И сразу ощущается жара, как в теплице. Блоги еще. Да. Это у нас это Питахе. Вот там это
город, это называется район. А если вот центральный город, здесь называется Цинхуангдao город. Так называется какой район? Цинхуангдao здесь, Цинхуангдao это Сим район. А здесь центральный район называется Хайган район. Хайган район. Только что если мы говорим о Хайган район, так никто не понимает, потому что мы китайцы понимают, а вы куда ходите, ну Хайган район, ну все понятно. А если вот русским только что говорит, если вы центральный город, ну можно говорить Цинхуангдao, все понятно, а Цинхуангдao тогда центральный город. Центральный город тоже есть вот пассаж большой и ночной рынок еще есть, а еще вот. Вот мы пришли в свой отель, называется Золотое море. Вот мы и приехали в нашу любимую родину. Вокзал Нижний Бестяг. Приехали домой 10 часов утра. 3 дня ехали на поезде с Китая. Здесь нас встретит наш друг, подписчик. У него мы оставили свою машину, свой Патрик. И мы сейчас поедем к нашему Патрику. Вот нас Василий привез на базу. Машина хранилась вот тут. Привет, Патрик. Как ты без нас тут?